Кайгородок – не единственное село, где региональный оператор по обращению с ТКО неправильно начислял оплату за вывоз мусора, в результате чего люди оказались должниками. Об этом рассказала в эфире личного приема на Юргане заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина. Напомним, собственники 72 домов Кайгородка в январе получили перерасчет за вывоз мусора в сторону увеличения за 2 года. Региональный оператор производил расчет по нормативу для домов с печным отоплением, а не с централизованным, как было нужно. В итоге люди сейчас должны от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от количества прописанных в доме. Огласку тема получила после репортажа на нашем телеканале. А теперь выясняется, что подобные ошибки регионального оператора в начислении оплаты за вывоз ТКО встречаются и в других муниципалитетах Коми. Буквально обсуждали по другому населенному пункту, это был не Кайгородок, но тоже ровно такая же ситуация, потому что сейчас прошли вот такие как бы аудиторские мероприятия, и эти ситуации выявляются. Это вопрос острый, мы буквально на днях с комитетом по тарифам разбирали эту ситуацию, потому что пришло обращение на имя главы, и немедленно мне было дано поручение разбираться, и с рекоператором мы тут же вышли на связь. Понимаем, что это шоковая такая история, получить выставленные счета, долговые квитанции за 3 года, и договоренность достигнута о том, чтобы точно так же их рассрочить и дать возможность такой рассрочки жителям для очень такого мягкого, щадящего погашения. В службе Стройжилтехнадзора Республики пояснили, что подобное доначисление правомерно. Согласно закону, сами собственники ответственны за достоверность информации о жилом помещении, предоставленной региональному оператору. Если видят ошибку, при начислении должны об этом незамедлительно сообщать. Но в то же время в случае доначисления оплаты потребителю должна быть предоставлена рассрочка, чего изначально не произошло в Кайгородке.